Ребята, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. В общем, пока канал не заблокировали, вроде все работает. Есть общение, есть комментарии, есть лайки, ребята, мы с вами на связи. И я делюсь какими-то видео, до сих пор как бы не забросил все это дело, все свое хобби. Ну и в общем, ребят, вчера буквально съездили в город Сыктывкар, забрали с транспортной компании кое-какие товары для своего магазинчика. Многие знают, что мы с Ларисой Юрьевной открыли как год назад маленький рыболовный магазинчик в деревне. Ну и вот это наш семейный доход. И в общем, как-то оно так. Да, сейчас все с этих моментов, с этими проблемами, ребят, все становится тяжелее. Товары взлетели в цене. В общем, все очень сложно, ребята. В дальнейшем будет продвигаться. И для вообще работодателей, и для работников, и для просто всего населения. Ну, хотел поговорить не об этом. Вчера ездили по транспортным, забрали свой товар для магазина и забрали большую, ребята, посылку, большую просто объемную посылку, 400 килограмм от ребят с Тафалара. Я сегодня хочу именно об этом поговорить и показать. Многие знают, что я именно хожу на технике Тафалар. Начинал с 500-го, потом приобрел Лонга уже с 20-м двигателем. В этом сезоне, ребята, мы потерпели крушение, я утопил его. Ну, все как бы восстановилось, я его поднял, мы его максимально быстро его починили, грубо говоря. И я его продал, ребят. Ну, в этом же сезоне, ребят, и приобрел сразу 600, и это новая техника. Многие видят, и я хожу на нем до сих пор. Все меня устраивает, и я доволен. В общем, что вот эта проблема переросла в новую технику, и как бы понятно, что это в кредит, но в общем, все равно, ребята, техника реально классная и работает. В этом году ездил в город Ярославль, в город Рыбинск на рыбалку. И по пути заезжал к ребятам, посмотрел лично, как ребята работают. Есть видео на канале, многие смотрели. Я заезжал в Тафаларцем. Вообще, как они двигаются, что новенького. В общем, ну, кто не смотрел видео, ребята, обязательно посмотрите. И Женей, один из руководителей Тафалара, мы с ним лично общаемся. Пошел мне на уступки, ребят. В общем, после отключения монетизации на ютубе я, в общем, паник очень сильно, так как это был дополнительный доход не только моей семьи, но и, в общем, как-то была такая поддержка по рыбалкам, по выездам. Я не трогал вот эти деньги, которые мы зарабатывали, допустим, с супругой, а именно тратил денежку с ютуба в походы, бензин, ну, неважно. И тут после того момента пишет Женя с Тафалара: Андрюх, слышал новости, в России закрыли монетизацию. Я говорю: да, Женек, как дальше, что будешь делать? Я говорю: ну, как-то будем крутиться, чем-то будем заниматься, будем продвигать магазинчик, как-то что-то. Ну, понятно, что это тяжело, сейчас товары взлетают. Андрюх, есть, говорит, у меня предложение, я хочу, говорит, тебе отправить товар и просто выставляю его у себя в магазине, в маленьком. У вас в деревне, у вас тоже есть техника, многие покупают, продают. В общем, техники реально стало очень много за последние годы. И Женек, ребята, отправил мне кучу всяких ништяков, вот именно для деревни. Так как вот тот же самый тросик газа, у нас просто его не найти, надо ехать в Сыктывкар, какой-то там каток, его не найти. Ну и в общем, с этими делами, ребята, Женек отправил мне 400-килограммовую посылку. Вчера мы ее забрали, привезли. И давайте мы ее распечатаем сейчас и посмотрим, в общем, что да как. Погнали. В общем, друзья, по порядку. Начнем, наверное, с самого большого и огромного. Это 30 саней простых. 30 саней, ребята, на продажу. Они уже все подшитые. Все, вот есть дышло на 30 санок. В общем, 30 саней, ребята. Вот такая пачка на продажу. Женек отправил. Я взял все-таки, ребят, сани-палатку, которую
показывали Женьком. Ну и в общем тоже хочу участвовать в конкурсе, который ребята устроили при покупке палатки. В дальнейшем будет разыгрываться максимальной комплектации мотобуксировщик. И вот она, ребята, здесь у меня также. Это я взял для себя. Будем кататься, будем смотреть вот Саню с Саней. И сама палатка, которую потом будем выставлять. Также где-то от нее там дышло. Ну, в общем, вот она, ребята. Ну и вот коробка 1, коробка 2, коробка 3. Три сидухи на сане, в общем. Ну и вот такие дышла под все сани. Давайте сейчас, ребят, распакуем и посмотрим. Так, друзья, первая коробочка. Первая коробочка. Так, что тут у нас? Ага, здесь, ребята, Женек отправил фаркопы. Фаркопы на буксировщики. Хорошая вещь. Бывает, вот эта штука летит, пружина. Сам-то крюк, в принципе, он очень надежный. Ну, в общем, 10 фаркопов, ребята. Отличный, хороший фаркоп, большой. Вот бывает, я заметил у снегоходов, дышло какое-то маленькое, и не все сани прям залазят. Вот это, конечно, я удивился тогда. А здесь прям большой разъем, соответственно, любая душка, она залазит. Отлично. Вот 10 штучек отправил Женек. Вот это мы будем выставлять, соответственно. Так, еще коробка. Вообще здоровенная, тяжеленная. Тяжеленная коробка. Так, тут у нас что? Ага. Ох ты, тут что-то еще, ребят, тяжелое. Это раз. Соответственно, коляска, ребята. Коляска в сборе с пружинами. И 2 бурановских, ну, соответственно, бурановские каточки. Коляска в сборе. Раз. Коляска в сборе. 2. Коляска 3. Коляска 4. 5, 6. Еще вот такая коробочка. И еще вот такая коробочка. Каточки, в общем, тоже очень проблематичная тема. Я не говорю не только за каток. Вот пружины часто ломаются. Ну и в общем бывает то, что даже вот эти части ломаются. В общем, каточки у нас в этой коробке. Дальше. Тоже что-то железное. Так, ребят, это звезды. Ведущие звезды. В районе 10 штучек. Да, есть такое дело, что звезды просто жирают прям. Звезды на буксировщик. Отлично. Так, ну я здесь понимаю, что тормозные диски вроде как по прайсу Женя написал, что тормозные диски большие и маленькие. Все верно. Тормозной диск. Ох ты, тяжелая. Да, здесь большой тормозной диск, здесь маленький. Отлично.
Ну вот какие-то запчасти, вот реально, ребят, вот в целом. Я даже как-то ездил в город, вот именно покупал вот эти заглушки, потому что ничего не найти у нас в деревне. Так что отлично. Ладно, очень здоровая коробка, идем к ней. Опа. Здоровенное коробище. Здесь куча всяких коробочек. Вот так вот. Вот такая коробочка. Здесь у нас фара, ребята. Все, есть крепеж и сама фара. Вот такая же стоит у меня на мотобуксировщике. Очень классно. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. 12 диодов. Фары тоже нужны. Соответственно, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук фар. Фар, ребята. Вот такая коробочка. Тут у нас так, ребята, здесь звезды. Тоже звезды передние. Точнее, вот это ведущая, соответственно. Это нижняя, который идет на вал, на гусянку. 10 звезд. Еще коробочка. Так, ребят, это ручка газа. Это ручка газа. Одна из таких тоже моментов. Часто на морозе щелкают. Вот именно вот здесь под газом, ребята. Вот здесь две такие пластинки. Вот они щелкают. Ну и сама бывает лопается на морозе, когда резко где-то загнешь или удар об дерево. Я ломал уже тоже. Ручки газа, ребята, штук 10-15. Дальше. Ага. Это у нас, соответственно, сухари, ребята, на вариатор. Вот такая штука. Вот с такой пластмасской, ребят, тоже вариатор просто не едет. Сухари летят, сыпятся. И вот без такой пластмасски просто можно с тайги не вернуться. Вы понимаете, ребята? Железная техника, но вот без такой пластмасски ты не уедешь. Вот их тоже надо возить в запасе. Ну и в общем, в данный момент они у нас сейчас есть в деревне, и никуда ехать не надо будет. Тросик газа в районе 10 штук, может 15. Вот они, ребята, тросы газа. И здесь у нас чехлы, я так понимаю, чехлы на двигателя и сумки. Женек должен еще отправить был сумочки. Да, все верно, ребят. Сумки Тафалар, которые идут на руль. У меня такая же стоит, вы видели, да? Вот такая сумка. Очень тоже, кстати, удобная. Ее вешать на руль. Опа. Ну, я так понимаю, здесь чехлы на двигателе. Все верно, ребята.
чехол на двигатель. Они подходят, в принципе, под стандартные, под любую технику, что на 20-й двигатель, что на 15-й. Под бак. Чехол в 20, наверное, 30. И сумок, наверное, штук 10. А, да, здесь написано 10 штучек. А здесь получается в пачке 10, 30 чехлов на двигатель, ребята. Вот как-то вот так вот. Как-то так, ребята. Ну, в общем, как-то прибрались, немножко расставились. Сейчас инструменты, точнее запчасти выставимся. И будет все красиво, все шикарно. Да, в деревне, в принципе, такие вещи тоже нужны. И они прям ходовые. Ну, в общем, как-то так, такая распаковочка. В целом, я хочу сказать спасибо огромное Жене, что, несмотря на нынешнее состояние вообще всех дел, и в целом человек просто взял сам и предложил. Это мне прям очень приятно. И есть люди, ребята, и это здорово. В общем, есть запчасти, ребят, кто смотрит с приближенных сел, там, деревень, не приезжайте мимо, не надо ехать в Сыктывкар, что-то можно здесь приобрести, сэкономить бензин, время, деньги, соответственно. Ну и в общем, как-то так. Всем пока, держитесь вместе мы сила. На связи.